Здравствуйте, меня зовут Ирина Дьяконова. Я преподаватель мультипликационной студии «Чудеса кино». Сегодня мы с вами делаем объемную аппликацию из ткани. Для этого нам необходимо кусочки ткани, лист бумаги А4, заготовки кружков, картон, готовые глазки, карандаш, ножницы и клей. Наша аппликация состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы должны подготовить ткань. Для этого мы берем А4, промазываем ее тщательно клеем по всей поверхности листа. Промазав, мы прикладываем ткань, растягивая ее и разглаживая. И даем просохнуть ей в течение часа. Можно ее положить под пресс, чтобы она не потеряла форму. Так мы вот подготовили несколько видов ткани. Белую, клеточку и в цветочек с двух сторон. Для того, чтобы вырезать детали для нашего зайца, мы приготовили вот такие кружки разного размера. Большой, средний и маленький. Переворачиваем нашу заготовку. Накладываем на нее нашу выкройку. Обводим карандашом просто. И вырезаем. Если наш листочек хорошо процок, он вырезается, ткань не растягивается. Первая заготовочка наша готова. Так, теперь мы накладываем заготовочку примерно вот так. Для этого промазываем нашу тщательно клеем. Клей нужно носить побольше, не жалеть его, потому что ткань впитывает сильно. Для того, чтобы склеились наши детали хорошо. Так. Теперь мы отрезаем, отступая миллиметра 2-1,5 от края. Это будет заготовка нашего туловища. Теперь приступаем к голове. Для этого нам нужна выкройка среднего размера. Накладываем ее на левую сторону нашей заготовки, прорисовываем и вырезаем. Выбирая ножницы для своего ребенка, обратите внимание, чтобы ножницы были с тупыми концами. Это у нас заготовка головы. Заготовку мы точно так же поступаем, как и с туловищем. Промазываем очень тщательно. Накладываем ее на нашу заготовку более темной ткани и вырезаем. Отступая миллиметра 1,5-2 от края. Заготовка головы и туловища готовы. Теперь приступаем к ушам и лапкам. Для этого мы возьмем заготовку, обклеенную заранее двух цветов. Заготовочка нам нужна теперь маленькая самая. Таких должно быть у нас 6 штук. И вырезаем. Ну вот таким образом у нас наши заготовки готовы. Теперь примеряем обязательно, что у нас получилось. Так, ножки, лапки передние, лапы задние. Так. Теперь берем, складываем нашу заготовку
две половиночки. Так сделаем. Хорошо ее на линии сгиба проглаживаем. Начнем с туловища. Тщательно промазываем наши детали. Прижимаем. Теперь голова. Прижимаем опять. Так, теперь начинаем клеить ушки. Одну половинку к линии сгиба тщательно промазываем и подставляем прямо нашу головку. Так, раз. И прижимаем. Обязательно большое количество клея. И слегка прижимаем, поправляем их. Можно сделать так, а можно сделать зеркально. Тогда вот так сделаем. И перевернем вот так. Так будет поинтереснее. Слегка. У нас слегка открытые ушки. Так, теперь лапки. Точно так же. Промазываем одну половинку. Можно положить под пресс, если вы сомневаетесь, что у вас некачественный клей. Так, теперь приступаем к изготовлению нашей мордочки у нашего зайца. Для этого нам нужен листочек А4. Берем наш маленький кружок, обводим его, наверное, будет большой. Вырезаем. Складываем его на две половинки. На линии изгиба разрезаем. И делаем. Сгибаем на серединочке. Где у нас будет наша мордочка. Многие используют резиновый клей, суперклей. Но с детьми, мне кажется, это, во-первых, опасно, и, во-вторых, можно склеить все пальцы и дать заклад физический такой. Так, это наша мордочка у нашего зайца. Так, теперь нам нужен кусочек ситцевой нашей заготовки. Так, вырежем носик кругленький, маленький. Примерим его, наносим клей. Так, теперь у нас были глазки, заготовки специально купленные в магазине. Вот они. Такие глазки бывают разные размером. Бывает на сразу наклейкой ленты. Так, подрисуем усики. Так, и чтобы наша работа была закончена, мы сделаем рамочку к нашей. Для этого мы заранее подготовили нашу ткань, слаживаем ее на две половиночки. На линии изгиба разрезаем, видно? Тщательно промазываем. Краешек проклеиваем и наносим клей по всей поверхности. Затем нашу ткань накладываем. Обязательно сначала делаем 2 больших стороны, потом 2 маленьких, для того, чтобы не было много остатков.
Для таких поделок очень хорошо использовать ситец, простые ткани, которые не сыпятся. Если у вас будут заготовки заранее подготовленные, то такую работу можно в течение получаса с ребенком сделать. Ну и последний. Ну вот, наша работа готова. Сегодня мы с вами делали аппликацию из ткани, предварительно приклеив ткань на бумагу. Мы вам рекомендуем, чтобы работа не потеряла форму, положить ее под пресс на часа 3-4 для полного высыхания. Ну а с вами была Дьяконова Ирина. До свидания.